пресса, есть официально, вот нам на руках выдали решение административного суда города Бишкек, удовлетворили наше исковое заявление и отменили решение Центральной избирательной комиссии как незаконное. Бишкек шаарынын административдик соту биздин Кыргызстан партиясынын дуарызын карап чыгып, толугу менен канааттандырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жараксыз деп табылды. Демек биз шайлоого катышабыз. Теперь как вы будете поступать? То есть вы опять возвращаете документы, они обязаны... Процедура какая будет? Процедура как будет дальше? Процедура. Данное решение вступает в силу. И я думаю, что каких-либо препятствий по нашему участию в суде, по нашему участию на выборах не имеется. То есть мы полноправно будем участвовать на выборах. По этому поводу официально есть пресс-служба суда. Вот они ждут, они тоже могут вам дать разъяснение по поводу решения. То есть ЦИК, получается, если ЦИК оспорит, например, решение в Верховном суде, то пока длятся судебные вот эти разбирательства, вас не восстановят в правах как участника гонки, или как все это будет происходить? Пожалуйста. Зачитайте вот Зачитай, да. Вот то, что решила, да, что решил суд, чтобы все вопросы были сняты. Значит, на основании изложенного рукой статьями 171, 175 административно-процессуальных кодексов Кыргызской Республики суд решил заявление политической партии Кыргызстан и к Центральной комиссии по выборам и проведению референдума Кыргызской Республики о признании недействительным решения удовлетворить. Признать недействительными решения Центральной комиссии по выборам и проведению референдума в Кыргызской Республике за номером 04 от 25 августа 2020 года. Сейчас не видно. Значит, здесь можете помочь, а? Да, Я просто без очков не вижу сейчас. О документ. Документов политической партии. Значит, о документах политической партии Кыргызстана. Взыскать Центральной комиссии по выборам и проведению референдума в Кыргызской Республике в пользу политической партии Кыргызстан уплаченную государственную пошлину в размере 700 сомов. Да. Закон вступает в силу с момента как? Оглашение? Решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд. Вы счастливы? Мы считаем, что сегодня судом вынесено справедливое решение. Это говорит о том, что наша страна является правовым государством, где уважаются права и свободы всех, в том числе предоставляются равные возможности для всех политических партий. Я думаю, что все предвыборные процессы и, так сказать, должны решаться на выборах путем голосования. Это единственное правильное решение. И поэтому мы благодарим суд за то, что они вынесли законное и справедливое решение, которое соответствует Конституции Кыргызской Республики и восстанавливает наши конституционные права. Спасибо. Занесете документы? Да. Сколько вы понесете документы? Там мы вас цветами будем. Бүгін Бишкек шаардык административдик соту тарабынан адилеттүү жана мыйзамга туура келген чечим чыгарды. Биз ачык айтабыз, биздин өлкө, мамлекетибиз укуктук жана адам укугун сыйлаган өлкө жана ошондой эле биздин конституциялык укуктарды коргогон, мыйзамдарды так жана белгилеген биздин ыйгарым укуктарды коргогон, мыйзамдарды сыйлаган өлкө деп
биз ачык жана даана деп айтабыз. Ошону менен бирге биздин бардык мүмкүнчүлүктөр, атаандаштыктар жана жогорку кеңешке келүү жолдору шайлоо жолу менен аныкталыш керек. Кыргыз Республикасынын конституциясынын талаптарына ылайык бийликтин негизги булагы бул эл деп көрсөтүлгөн. Эл ошол бийликтин бир бутагы жогорку кеңешти шайлоо жолу менен гана, тандоо жолу менен гана жогорку кеңешке камсыз кылыш керек. Бул мыйзамдын талаптарына ылайык. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү аталган чечимге жалпы массалык маалымат каражаттарды, бизди колдоп аткан жарандарды бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин укуктар толугу менен орундалды жана Кудай буйрса биз шайлоого катышып, Кудай буйрса элибиз үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн кызмат кылабыз. Что бы хотели, что вы можете сказать еще своим партиям-конкурентам? Вот это вот все. Я бы хотел сказать, что мы должны научиться уважать права друг друга, не ущемлять их. Все предвыборные процессы должны проходить в рамках закона. И единственное право выбора предоставляется нашим избирателям. И наши избиратели должны определять и избирать кандидатов, которые идут от различных партий. Мы уважаем права также и других партий. И придерживаемся демократическим принципам. И поддерживаем принцип того, что все партии должны участвовать и иметь возможность участвовать в выборных процессах. И при этом не пользоваться какими-то моментами для очернения других партий. Это не делает никому чести. Мы правовая страна, которая защищает наши права. Это от таких последствий и таких нападок, очернения никто не застрахован. Понимаете, мы тоже можем, но мы придерживаемся законности, и это единственный правильный путь. Кто понесет завтра ваши документы в ЦИК? Представители нашей партии, мы сами. Та же самая. Намученная, точно, проверить. Да, мы сами. Трансляция. Все. Да, спасибо. Пожалуйста.